Продолжаем эфир. Президент подписал указ о создании Совета по противодействию незаконному обороту наркотиков. О проблеме наркомании в республике и вообще о задачах Совета будем говорить с главным наркологом Ирмой Ануа. Ирма Константиновна у нас в студии. Приветствую, спасибо, что пришли к нам. Добрый день. Ну, в первую очередь хочется узнать, какова ваша реакция вот на создание такого совета при президенте и статусу такой приобретает этот совет? Я считаю, что это очень правильное решение, потому что проблема наркомании, она многосторонняя, и люди разных ведомств должны участвовать в решении данной проблемы. И если будет общий совет, когда и здравоохранение, и силовые структуры, и образование могут вместе совместно принимать какие-то решения и выбирать правильные направления борьбы с этой проблемой, я считаю, что это будет очень эффективно и правильно, и будут силы направлены не просто распыляться на какие-то ненужные действия, может быть, а более такие целенаправленные, правильные, точечные решения будут приниматься, наиболее эффективные и согласованные между различными ведомствами. Кстати, недавно Абхазский государственный университет и МГУ провели опрос общественного мнения, и опрос показал, что среди главных проблем в республике участники отмечают наркоманию. Потом уже идут низкие заработные платы, коррупция и другие проблемы. То есть само общество тоже понимает, что сейчас уже настало время, когда проблему необходимо решать. И с вашей стороны интересно вообще, насколько эта проблема актуализировалась сейчас? Ну, обращаемость в наркологический диспансер повысилась за последние годы, даже не последние несколько лет. Ну, это связано не только, может быть, с ростом наркомании, с различными внешними факторами тоже бывает это связано. Сначала была такая первая волна повышения обращаемости, это когда была эпидемия ковида, закрыли границы, и резко снизился поток все-таки наркотиков в страну, и наркозависимые многие вынуждены были прекратить употребление. И это повлекло повышение обращаемости за собой повлекло. Вот, так что я не могла, значит, то есть я не могу сказать, что именно этот момент означал, что повысилось количество людей употребляющих. Просто повысилось количество людей, которые вынуждены были по тем или иным причинам прекратить употребление. Вот. Ну, так вот бывают такие всплески повышенной обращаемости, когда крупного какого-то наркодилера, например, задерживают, да, и потом возрастает резко рост обращаемости. То есть такие внешние факторы влияют на это. Вот. Но кроме этого, все-таки, конечно, идет рост употребления, он идет и в нашей стране, и в других странах тоже. И идет рост у нас, знаете, как начинается все, как с таблетированных форм препаратов, которые имеют свойство вызывать привыкание, изменять психическое состояние людей. И следующий шаг — это уже идет употребление наркотиков. И вот эта вот популярность вот этих таблетированных, или как их называют еще, аптечных наркотиков, очень повысила вообще в дальнейшем потом, что количество наркоманов выросло. Вот такая вот есть тенденция. И дешевые наркотики, быстрые наркотики, мефедрон, стоимость невысокая, а привыкание очень быстрое, и результаты очень нехорошие, очень быстро все это наступает. Вот по обращениям к вам, если посмотреть, то это по каким видам наркотиков и как вообще течение, да, состояния этих наркозависимых? Вы видите ли, что ухудшается состояние, быстрое привыкание, вот о чем вы говорили? Да, быстрое привыкание при употреблении быстрых наркотиков, стимулирующего характера, содержащих амфетамины, метамфетамины, развивается очень быстрое привыкание. Такие пациенты обращаются, но их лечение в стационаре Невозможно? невозможно и малоэффективно, если только нет вот состояния такого психоза острого, что надо купировать. А так мы в основном таких пациентов сразу отправляем, рекомендуем в реабилитацию. То есть их надо на длительное время изолировать от внешней среды, и длительностью до года иногда. Порой нужно находиться в реабилитационном центре. Год находиться в больнице невозможно. Это не такие условия. И, конечно, для таких пациентов мы в основном их не задерживаем в стационаре долго. День, два, три, как-то, если получается, и отправить на реабилитацию. В основном те, кто проходит стационарное лечение, это опийные наркоманы, это употребляющие метадон,
субутекс или бупринорфин, так называемый. Вот в основном эти пациенты. Также бывают пациенты, которые обращаются с зависимостью от таблетированных форм различных препаратов. Вот там, ну, нейронтин, лирика, вот такие тоже бывают. А мефедроновых просто не удержать в стационаре. По гендерному признаку, по возрастному признаку, может быть, в последнее время какие-то особенности вы замечаете? Вы знаете, таких прямо явно бросающихся особенностей нет. Именно по обращаемости в стационар картина как бы ровная. Все равно большинство это мужчины, это взрослые мужчины, ну, уже все совершеннолетние, скажем так. Такого, чтобы женщин было и несовершеннолетних, вызывающих такое, знаете, удивление, опасение, что-то такого нет. Но что вызывает удивление у нас вот последние годы, это обращение в стационар людей, наоборот, возрастных, которые после чуть ли не 50 лет начинают вдруг употреблять наркотики. Вот это как-то что-то не укладывающееся в обычную картину. Вдруг в 50 лет человек начинает употреблять наркотики. Вот такие пациенты стали частыми. Но вы общаетесь с этими пациентами, есть у вас какое-то объяснение, почему это происходит? Это социальная А, обстановка или что? Или наоборот, уровень жизни улучшается, если вот посмотреть 10 лет назад, как мы жили, может быть, наоборот, это способствует Ну, в основном зарабатывать все-таки я начинать? считаю, как бы это мое мнение, что основная причина это доступность наркотиков все-таки. А человек может находиться в разном состоянии духа, скажем так, понимаете? Он может быть либо расстроенный чем-то сильно, либо он там может быть в болезненном каком-то состоянии. Ну, мало ли какие ситуации бывают. Или в состоянии алкогольного опьянения он был, или что-то. И когда много людей тебя окружает, которые употребляют наркотики, ты там день отстаивал себя, 2, 3, 5, ну, в какое-то время как-то стечение обстоятельств бывает неблагополучное, и человек делает первый шаг. Все-таки я считаю, что доступность. Ваше учреждение справляется с потоком? Есть ли какая-то, может быть, необходимость в реорганизации? Вообще, какие у вас планы? Стало тяжело. Бывает, что не хватает коек, там кто-то выписаться, должны кого-то быстро выписать, что положить другого. Бывает такое, бывает, что там, допустим, штиль, как я говорю, спокойно, и там пациентов немного, но стало больше возникать таких ситуаций, когда не хватает мест. Конечно, нужна реорганизация, чуть-чуть нужно вливание новых сил, нужны условия, такие, знаете, для пациента, который болеет, страдает, условия должны быть приятные, пребывание, элементарно приятное пребывание в стационаре. И так его физическое состояние неблагоприятно, еще когда нет условий, то, конечно, тяжело. Но мы максимально стараемся соблюсти хотя бы приятный температурный режим, чтобы был, чтобы зимой было тепло, а летом было прохладно. Потому что когда ты болеешь, и тебе еще душно и нечем дышать, конечно, это тяжело. Ну вот как-то какие-то минимальные условия, да, но этого недостаточно. Нужны, конечно. То есть о расширении пока На возможность... расширении пока нет. Мы просто по возможности наше здание по возможности там добавили койки, добавили палаты, что-то реконструировали внутри. Но так глобальных таких пока реконструкций ничего такого нет еще. Во время визита первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко в Абхазию речь шла, кстати, на одной из встреч о том, какие проекты можно было бы поддержать. И вот он говорил о проблеме наркомании, что готовы поддержать проекты, связанные с реабилитацией. Вообще это вопрос, который пока висит у нас в воздухе, возможностей для реабилитации нет здесь такой длительной. И вы, как я помню, в одном из интервью говорили, что Абхазия не та республика, да, маленькая территория, чтобы можно было здесь реабилитационный центр открыть. Как вы сейчас к этому относитесь? Может быть, какие-то новые перспективы сейчас открываются? Нет, реабилитационный центр, конечно, нужен, но я так считаю, что просто как вот вид помощи такой тоже должно быть. Должен быть один хотя бы реабилитационный центр, но центр, опять-таки, вы должны понимать, что это должно быть не на большое количество людей. То есть реабилитационный центр, максимум на 20 человек должен быть, потому что собрать большое количество людей наркозависимых вместе,
месте, ну, вы представляете, какая-то сложная ситуация будет внутри их, чтобы они не нарушали режим, чтобы они, находясь у себя в стране, и собрать 50 человек, например, наркозависимых, которые в разном уровне мотивации находятся. Кто-то хочет, кто-то не хочет, у кого-то просто формально согласился на реабилитацию, кто-то там правда хочет. И вот людей разного такого уровня собрать вместе, 50 человек хотя бы, допустим, и чтобы они там не нарушили режим, чтобы какой-то там Не мешали друг да, не другу, мешали как друг минимум. другу выздоравливать, это крайне сложно. Даже в России тот центр обычно маленький, 15-20 человек. Ну, один центр должен быть, как вот все-таки, да, для, может, сильно мотивированного пациента. Или, ну, там есть разные причины, для чего это нужно. Ну, нужно, да. Но я считаю, что еще должны быть квоты, государственные квоты для прохождения реабилитации за пределами Абхазии. Ежегодно, если выделялась бы какая-то квота, на, допустим, 20-30 человек, тоже, ну, можно было бы отправлять в Россию на реабилитацию. Вот с точки зрения демографии у нас есть такая важная, интересная программа, как программа поддержки ЭКО. Мгм. И вот в рамках этой программы, да, мы, может быть, опять фонд репатриации или какие-то другие ведомства могли бы взять на себя вот расходы Да, по расходы по, если реабилитация в общей реабилитации. сложности там длится, допустим, минимальная 4 месяца, ну вот все-таки какую-то часть, чтобы оплачивало государство, а какую-то часть оплачивала, ну, семья. Готовы ли вы эти проекты обсуждать в рамках Совета? Будут ли эти вопросы Я думаю, что, подниматься? конечно, эти вопросы тоже будут обсуждаться. Все и лечение, и реабилитация, и какие-то другие моменты, и профилактика. И, естественно, я думаю, что Совет вот этот именно создан для того, чтобы все эти вопросы мы обсуждали совместно. Потому что люди разных ведомств должны понимать, что делает каждое ведомство, в чем оно ответственно, что должны мы делать. И это очень важно. Это очень важно и будет, я думаю, результативно. Несколько лет назад у нас вообще о нормативной базе немножко поговорить. Хотелось бы, ужесточение было законодательства в отношении распространителей завоз, сбыт, распространения наркотиков. Но, как мы видим, да, тенденция сохраняется. Наоборот, даже вы замечаете увеличение количества пациентов. Хотя силовые структуры многих задерживают и с большими количествами наркотиков, и приговоры выносятся суровые, люди отбывают срок, находятся в местах лишения свободы. Все это как бы работает, но, видимо, настолько соблазнительно для некоторых граждан, что это их не останавливает, те, которые занимаются именно распространением. Ведь часто вот эти, которые приезжают, они не местные жители. Может, столько они не знают, понимаете, о наших законах, о том, как работает эта служба и как кто находится в тюрьме, и рискуют. Ну, в сводках Чаще в всего последние годы часто и фамилии именно абхазские, абхазские, и да, местных граждан, местных граждан тоже, да, но вот именно с большими такими, кто попадали, в основном партиями. многие, да, с большими партиями, это в основном приезжие. Борьба — это вообще отдельный вопрос, да, это с правоохранительными органами лучше обсуждать, а вот как государство должно относиться к проблеме наркомании. У нас нет сформулированного, да, в законодательстве понимания, как мы к наркозависимым Нет, относимся, все как есть. к больным людям, которых надо лечить. Вот вы говорите, нужны программы по реабилитации, значит, и в законодательстве что-то должно поменяться, или как? Ну, Расскажите в законодательстве тонкостях все законодательства. написано. Там написано, что это и болезни. Естественно, просто их болезнь часто приводит к криминальному поведению, нарушению общественного порядка и такое все. Да, бывает, что эта болезнь приводит к этому. Но это, понятно, больные люди, это мы ничего нового не скажем и не будем спорить со всем миром. Понятно, что это болезнь, нуждается в лечении, в реабилитации, ну и во всех остальных мерах, которые приняты во всем мире. И нужно максимально использовать, задействовать в этом все инструменты, и борьба с распространением, и как-то мотивировать Да, лечиться. мотивировать на лечение, но все-таки самое главное это распространение. Когда каналы перекрыты, когда нету наркотика, когда все, тут же они начинают, хотят лечиться, тут же кто-то на реабилитацию, кто-то остается в трезвости, кто-то вновь возвращается. Понятно, это болезнь хроническая, она может обостряться, может давать рецидивы, может быть в ремиссии, но это не значит, что нужно нам опустить руки, ничего не делать. Вы тоже прекрасно знаете, сами мы все живем в этом обществе, знаем, сколько есть людей
прошлом имеющих эту проблему и полноценно живущих в социуме, в обществе, приносящие пользу нашему обществу и своей семье, и самим себе. То есть таких тоже много. И жалко было бы, если эта болезнь поглотила бы их, понимаете? И понятно, что, к сожалению, большинство пациентов все-таки Не могут справиться с этой проблемой. Да, маленький Да, процент. Но вот маленький сами процент. наркозависимые, как говорят, лучшая терапия — это опыт переболевших, да, когда они видят положительные примеры. Конечно, и мы в своем лечении очень используем таких пациентов. У нас на территории нашей больницы есть группа анонимных наркоманов. Они 4 раза в неделю там собираются, и это очень помогает нам. Во-первых, нам, персоналу, помогает то, что просто мы их видим в неделю 4 раза, и нам помогает верить в то, что все-таки возможно эту болезнь тоже как-то победить, преодолеть, и что есть люди, видим мы этих пациентов наших в ремиссии. Ведь раньше, пока не было этой группы, мы наших пациентов видели только в обострении болезни. И у нас создавалось впечатление, что никогда вообще они не выздоравливают. Все время, потому что к нам приходили всегда в плохом состоянии. А сейчас у нас есть возможность видеть их в хорошем состоянии. Это просто, конечно, дает силы и веру тебе, врачу. А если врач не верит, то он не может внушить эту надежду и пациенту, понимаете? Поэтому для нас вот эта вот группа очень важная, такое звено в лечении. А их сеть, да, если так Да. в хорошем смысле можно сказать, она растет. Я знаю, что Да. есть представительства в разных районах, но количество людей, которые к ним приобщаются, их Да. увеличивается? Что вам Конечно, известно? увеличивается. Если 10 лет назад, мы вот недавно была встреча, нет, не 10, 14 лет назад, например, Гаагская группа состояла из одного человека, понимаете, то сейчас, когда была юбилейная вот встреча, там было, наверное, человек 100 вот было, минимум. Это, а Выздоровевших. то, да, это и больше собираются. То есть все начиналось с одного. Конечно, растет, потому что это эффективно, потому что это помогает. И когда это эффективно, все равно это растет, это увеличивается количество людей. В прошлый раз, когда вы приходили к нам на интервью, вот цифры мы просили вас назвать, количество наркозависимых по республике, и вы, конечно же, сказали, что вот такое-то количество к нам обращается, но мы не можем говорить, что это вот столько у нас наркозависимых в стране, потому что многие не обращаются, многие за пределы страны уезжают. Какие цифры на сегодняшний день, которыми вы располагаете? В общем, на учете в наркодиспансере состоит более 3500 человек на учете. Было 2500, если я помню. Да, что-то, выросла цифра, конечно. Но там есть и алкозависимые, и наркозависимые. Вот. Большая часть, 2000 там с хвостиком, это алкозависимые, остальные наркозависимые. Но все равно на 100 человек, вот я просто просмотрела статистику перед интервью, на учете на 100 человек больше, чем в предыдущем году, в прошлом году. И да, наша статистика тоже растет медленно, но это не отражает истинной картины, конечно, ситуации. Есть же еще другая проблема. Вот я помню из интервью там с правоохранительными органами, и вы говорили о том, что всегда производители, они на шаг впереди, Да. придумывают какие-то новые комбинации, новые препараты медицинские, которые имеют наркотический эффект. И в этом смысле иногда наши лаборатории не в состоянии определить это вещество. Не так давно было закуплено новое оборудование, которое позволяет определить определенные вещества. Вот в этом в техническом плане, насколько вы подготовлены, насколько вы развиваетесь? Да, лаборатория у нас, оборудование же было закуплено для выявления наркотических средств, но оно передано потом было МВД, сейчас оно находится в МВД, но в полном объеме, в полную силу, в полную, возможность этого оборудования пока не производятся анализы. Это связано с тем, что сложности с завозом реактивов из России в Абхазию. Это, все равно граница, и там определенные законодательные какие-то моменты есть, договор между разными странами, что можно, что нельзя. И вот там какие-то возникли сложности, которые трудно было преодолеть, и пока этот вопрос еще не до конца решен. Вот. Но есть экспресс-тесты, которые там мы закупали в России для выявления тех или иных таблетированных форм препаратов, которыми злоупотребляют.
Ну, есть, да, конечно, что-то там мы изменяем, но, в общем-то, это все-таки еще остается проблемой серьезной, которую нужно решать не на уровне там наркологии или даже Министерства здравоохранения, а на более высоком уровне, между вот правительствами двух стран, скажем так. Если перейти вот немного, вернуться, то есть к вопросу о том, что вы говорите, новые виды наркотиков, они искажают сознание, очень быстро действуют на организм, и что на восстановление, Мгм. потом на полное восстановление рассчитывать не приходится. И вот много ли случаев, когда именно к психическим расстройствам, когда человек уже просто в психиатрическую больницу может попасть, ему психиатрическая помощь нужна будет? Да, с этими новыми наркотиками очень часто. Бывает, когда даже трудно бывает разобраться, это уже навсегда психическое расстройство или это еще возможно будет вернуть. Ну, это настолько сильный наркотик, изменяющий так состояние человека, что трудно иногда дифференцировать это вот психическое заболевание просто уже, или это еще что-то связано с интоксикацией. Нужно длительное время, несколько месяцев, иногда на выявление, ну, определение точного диагноза. А так, для восстановления этих пациентов, возвращения в социум, ну, это, если реабилитация опийного наркомана там от 4 до 6 месяцев, да, то этих вот пациентов, которые употребляют вот эти наркотики быстрые, скажем так, от 8 до года и более. А есть ли какие-то центры в России, с которыми вы сотрудничаете? Есть возможность, вот налаженный какой-то контакт, куда можно обратиться, проверенные? Потому что там тоже такое Там тоже разнообразие разное бывает, центров, да. и не всем можно доверять. Да, да, я согласна с вами. Бывали разные случаи, по телевидению показывали об этом на Первом канале. Поэтому мы сотрудничаем только с одним центром краснодарским, где работают пациенты, которые раньше у нас лечились, они граждане Абхазии, вот, работают сейчас уже в Краснодаре, имеют центр реабилитационный, и им я доверяю, потому что все-таки ребята, которые приезжают сюда, в Абхазию, у них здесь семьи, родители, родные, и там тоже в основном находятся пациенты из Абхазии и из России в том числе тоже. Как бы с ними у нас не было никаких таких, чтобы были какие-то негативные отзывы, понимаете, даже если какие-то возникали ситуации, все-таки вы понимаете, это же люди с наркозависимостью, у них еще множество сопутствующих заболеваний. Пока человек употребляет наркотики, он заболевает и физически тоже, естественно. И бывают ситуации разные. У кого-то возникают проблемы со здоровьем, у кого-то возникают проблемы с психикой. То есть они, конечно, это все... Медицинское сопровождение постоянное нужно. То есть, ну, они вызывают специалистов по необходимости, и все сотрудничают, и как бы к ним вопросов нет. Даже когда возникали чрезвычайные какие-то ситуации, это возможно, такое бывает, где такие собраны пациенты. Но это все, ну, как говорится, в рамках допустимого, что может случиться. Часто я занимаюсь проектом о наркомании, еще телевизионным проектом. Вот у меня люди спрашивали, особенно члены семей, можно ли насильно лечить наркозависимого. Я уверена, наши слушатели тоже задают таким вопросом. Особенно вот семья страдает больше всего, мне кажется. Да. Можно ли это делать насильно? Как вообще Вы знаете, уговорить? иногда трудно дождаться того момента, когда пациент согласится. Это особенно, когда вот наркотики такие, как мефедрон, там вот эти быстрые наркотики, вот, бывает, что ты не дождешься этого момента, когда он вдруг пришел в себя и сказал, все, я хочу бросить. Хотя Тут такое угроза тоже его бывает. жизни, Да, он и не понимает. окружающим. Да, он не понимает, что это угроза его жизни, угроза там кому-то еще вокруг, окружающим. Насильно можно начинать, начало, знаете, вот это. Потом пациент уже приходит в себя, это не происходит быстро, и у него согласие, ну, формируется уже там согласие, понимание проблемы, желание как-то изменить. Вот. Но, конечно, самый лучший момент хотя бы формального согласия пациента. Ну, там как бы вот такая идет как-то договоренность с пациентом, вот за какие-то там поощрения, там, ну, в семье каждый разные бывают ситуации. Какие-то инструменты воздействия на него, чтобы он хотя бы формально согласился и вот в этот момент начать лечение.
Но бывали случаи, когда и пациентов насильно. Главное, чтобы родственники понимали всю правильность вот своих действий и понимали, что другого выхода нет. Но когда еще и у родственников нет понимания, тогда, конечно, невозможно справиться с этой проблемой. Это невозможно. И поэтому чаще всего, вот часто мы начинаем работу не с пациентом у нас идет, а работа с родственниками. Вот именно С донести созависимым до них, поведением. да, с созависимыми, донести до них, какие правильные шаги делать. Не надо тратиться на какие-то клиники навороченные. Тут нужно совсем другое. Не нужно там искать ему, что вот он бросит и сразу какую-то высокооплачиваемую работу, тут же новую машину и так далее. То есть не вот это все работает, что-то там другие вещи нужны. И, в общем, вот это вот изменить поведение родственника. И когда у них наступает четкое понимание, что нужно делать, тогда вот уже первый шаг. А что, кстати, где-нибудь помощь именно родственникам оказывается психологическая? Потому что я помню, мне даже среди ночи звонила мама одного из наркозависимых в слезах, что мне делать. Вот им нужна помощь, чтобы они потом могли наркозависимым помочь. Может, кстати, как раз вот такой Да. проект, который Кстати, помог... да, группа для созависимых. Ну, знаете что, как вот У нас немного времени остается, но вот я хотела сказать, ответ что, хотелось бы конечно, услышать. есть. Во-первых, мы консультируем созависимых, потом есть группа, и у анонимных наркоманов есть открытый день, когда люди с этой проблемой, имеющие в семье, могут обратиться к ним. И каждому родственнику я говорю, прежде чем начать лечить своего сына, один раз сходите на группу, послушайте, что говорят пациенты. И вы знаете, очень сложно уговорить родственников прийти на группу. Один раз. Это недоверие или стеснение? Нет, или это попытка? созависимость. Это такая же болезнь, как и пациент упирается от начала лечения, так и родственники упираются от начала правильных шагов сделать, понимаете? Вот в чем Ну, пользуясь одинаковость. случаем, да, просим обращаться в наркологический диспансер, в группы «Анонимные наркоманы», которые есть в разных районах. В Ачамчире, в Гагре, в Сухуми они работают, В Даутах. в Гудауте. И Ирма Константиновна, спасибо, что были с нами в студии. А я напомню нашим слушателям, у нас в студии была главный нарколог страны Ирману. Мы говорили о создании Совета по противодействию незаконному обороту наркотиков.